Приветствуем всех, кто сейчас слушает и смотрит канал ГРТ. В эфире программа «Диалог в студии». С вами я, Валентина Чубан, и мой коллега, звукооператор Дмитрий Чубан. Наш гость – начальник Главного управления образования Гагаузии Наталья Кристева. И говорим мы сегодня о самых важных событиях в системе образования автономии. Обсудим итоги мониторинга успеваемости учащихся, старт и развитие школьных олимпиад, конкурс «Учитель и воспитатель года Гагаузии» и кадровое обновление, а также успех многоязычного образования и инициативы по сохранению и продвижению гагаузского языка. Тем много, времени не так много, к сожалению, но постараемся поговорить обо всем. Наталья Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Приветствуем вас в нашем эфире и предлагаю начать нашу беседу с итогов мониторинга успеваемости за первый семестр. Вы с коллегами обсудили данные отчеты на заседании административного совета. В принципе, все данные есть в общем доступе. Они опубликованы на сайте Управления образования Гагаузии. Скажите, Наталья Николаевна, такой мониторинг насколько позволяет увидеть реальную картину образовательного процесса автономии и в целом, какие выводы сделаны и какие шаги предпринимаются для того, чтобы удержать полученные результаты и сделать его лучше? Действительно, традиционно после каждого семестра и по итогам года проводится мониторинг успеваемости учащихся. Это было сделано по итогам и первого семестра нового 2025-2026 учебного года. У нас в системе образования обучается 15,5 тысяч ребят, и в целом был продемонстрирован высокий уровень успеваемости при сравнительно таких умеренных показателях качества знания. В начальных классах у нас нет неуспевающих, процент качества знаний более 25%, это неплохо. В гимназическом цикле успеваемость достигла 98%, процент качества знаний почти 23%, в лицейском звене 95% качества знаний. почти 19% лицеистов закончили первый семестр на 10,9-8, но при этом у 4,5% лицеистов есть задолженности. Для чего нам нужны эти данные? Для того, чтобы они послужили основой для объективной оценки образовательного процесса и принятия мер по повышению качества знаний в дальнейшем. И цель таких мониторингов не отчет ради отчета, а понимание того, как реально учатся сегодня наши дети, где есть успехи, где требуется поддержка. И на основе этих данных мы принимаем решения, которые направляются на улучшение качества обучения, на помощь ученикам, педагогам, а также на более справедливое и понятное оценивание. Сегодня для нас это приоритетная задача. Было тоже объявлено в средствах массовой информации, есть уже обновленная нормативная база, введены изменения в положение по оцениванию учащихся. И здесь есть свои значительные обновления, которые необходимо знать и детям, и родителям. Конечно, о них знают педагоги. Прежде всего, это то, что в 4 класс возвращаются оценки. В принципе, у нас в автономии они уже в этом году вернулись. У нас только одно образовательное учреждение пока обучается по прежним принципам, но со следующего года во всех 4 классах будут 10-бальная шкала оценивания по экзаменационным дисциплинам. И сохраняется и критериальное оценивание по другим дисциплинам. На перевод в 5 класс оценки не влияют, то есть перевод автоматический. В 5 классе адаптация, то есть возможен определенный период вообще без оценок, и у нас тоже это сохранялось. И, конечно, для чего это сделано? Для того, чтобы учителя объясняли детям, родителям, как формируются оценки. В первом семестре, в 5 классе, не рекомендуется спешить ставить низкие оценки. Какие еще изменения есть? Контрольные зачеты. Тоже такая тенденция существовала, но сейчас это закреплено более в обязательном порядке, что в одном классе не может быть 2 контрольных зачетов в один день. То есть школа должна мониторить этот процесс и, конечно, не загружать учащихся вот такими нагрузками. Оценки за семестр. В положении указано о том, что
для того, чтобы поставить оценку за семестр, должно быть не менее 2 оценок. И одна из них обязательно за контрольную, либо за проект какой-либо. Но, опять же, это не догма. Это все зависит от того, сколько часов в неделю имеет преподаватель. Конечно, если эта дисциплина имеет 1 час в неделю, может быть, там и достаточно 2 оценок. Но если эта дисциплина имеет 5 часов в неделю, 4 часа в неделю, это дисциплина, которая выносится на экзамен, конечно, 2 оценок там недостаточно, поэтому просто установлен минимум для таких дисциплин. Пропуски занятий тоже жестче сформулированные положения. Если ученик пропустил 50% уроков, он не оценивается за семестр, и он объявляется отсроченным, и школа обязана дать возможность такому ученику досдать этот материал. Даже при болезни важно закрывать учебную ситуацию. Ну и есть такое понятие, как задолженник, то есть это ученик, который имеет оценки, итоговые оценки за семестр ниже 5, или у него не сданы контрольные какие-либо зачеты, предусмотрены пересдачи. Это не сразу второгодник, то есть ситуацию можно исправить, но в любом случае с 1 по 8 класс не оставляют на 2 год. Если остается все-таки не пересданная какая-либо дисциплина, проставляется буква «З», что означает «задолженник». И когда ученик доходит до 9 класса, для того, чтобы быть допущенным к экзаменам, у него должно быть все сдано. Даже если у него где-то там в промежуточном периоде, да, с 5 по 8 были какие-то задолженности, он обязан все пересдать, иначе он будет не допущен к выпускным экзаменам в 9 классе, и будет ему предложено потом уже сдавать экстерном курс 9 класса. Есть предметы, которые не влияют на средний балл. Это предметы, по которым не ставятся оценки, а достаточно результата допущен. Это такие предметы, как физкультура, музыка, изобразительное искусство, технологии, гражданское воспитание, развитие личности. Это в какой-то степени минус для учащегося, потому как за счет этих предметов можно было значительно повысить свой средний балл. Повысить свой балл, действительно. И, конечно, главное для родителей – это следить за пропусками, интересоваться оценками в течение семестра. И при проблемах советую все-таки системно обращаться в школу. Если еще говорить о других итогах, то надо сказать, что к концу года календарного, как правило, выходит национальный отчет по экзаменам Республики Молдова, которые мы всегда с интересом изучаем, потому что мы видим, на каких позициях находится образовательная система нашего региона. Кстати, его тоже можно найти в общем доступе и отследить ситуацию есть этот отчет. С образованием в Гагаузии. Да, там есть позиции по каждому предмету в разрезе каждого цикла обучения. В целом хочу сказать, что результаты национального отчета мы оцениваем в целом как позитивные, особенно в лицейском цикле. Здесь у нас средний процент выпускников, средний процент успеваемости выпускников составил 97,5%. Это выше среднереспубликанского показателя, и это позволило автономии подняться с 18 на 10 место в рейтинге республиканском. В гимназическом звене ситуация более сложная, она объясняется тем, что были изменены правила проведения экзаменов, и хотя сегодня республиканские требования гласят о том, то есть задача поставлена, чтобы не менее 80% девятиклассников по итогам гимназического цикла обучения справлялось со своими экзаменами. У нас справилось 87,5% наших ребят. И да, эти данные показывают нам, где надо сосредоточить свои усилия, что требует повышенного внимания. И сегодня приоритетом нашей системы образования, Главного управления образования, является укрепление качества обучения именно на гимназическом этапе, своевременное выявление учебных трудностей, системная работа с учащимся из группы риска. Поэтому уже сегодня в школах выстроены и работают механизмы диагностики знаний, индивидуальные учебные подходы, дополнительные занятия, консультации и постоянный мониторинг процесса
обучение, особенно ребят из группы риска. То есть это своего рода точечная работа, да? Да, это как раз точечная работа, на которую мы нацеливаем педагогов, ребят, родителей. Взаимодействие педагогов с родителями имеет особо важное значение. И второй год реализуется ремедиальная программа Министерства образования, и надо заметить, что ее эффективность уже заметна. И сегодня у нас уже работает 31 центр по румынскому языку, в которых 54 группы. Включено в эту программу 757 детей и подключено к этой программе 57 педагогов. То есть это уже, только по румынскому языку, да? Да, это уже начиная с прошлых выходных. Вот каждую субботу-воскресенье у нас работает ремедиальная программа. В субботу, как правило, по румынскому, в воскресенье по математике. Да, погодные условия вносят свои корректировки, но общий объем запланированных часов будет вычитан, и работа этой программы продлится вплоть до конца мая. И поэтому, конечно, мы нацелены на эффективную работу этой программы. По математике сегодня организовано 5 центров, 5 групп, 60 ребят и 5 педагогов. Здесь цифры не окончательные. Почему? Потому что сейчас в конце февраля пройдет 2 предварительных тестирования для девятиклассников по румынскому языку и по математике. Так вот, те ребята, которые не справятся с этим предварительным тестированием, будут дополнительно включены в группы. Особенно по математике, конечно, количество нарастится значительно. Что касается тех, кто включен в программу по румынскому языку, там возможны какие-то замены. Может быть, будут выявлены более слабые учащихся. Поэтому списки будут еще претерпевать какие-то изменения, но для нас главное, что эта программа работает сегодня, и, как я отметила, она действительно имеет свои положительные результаты по прошлому году. Из тех ребят, которые считали действительно в большом риске, да, а вот все, кто занимался в прошлом году по ремедиальной программе, больше 80% справилась с экзаменами и с первого раза сдала на 5 и выше. Поэтому программа имеет свой эффект. Ну, плюс еще сейчас вот мы запускаем тоже программу, которая у нас была. Это поддержка сильных учащихся слабым, то есть те, кто может помочь своему ближнему, они это делают. И тоже очень интересно прошел такой процесс в прошлом году, и учащиеся, которые имеют хорошие знания по математике, особенно по математике, они, конечно, вывели своих друзей на то, чтобы они получили положительную оценку на экзаменах. Да, и были яркие примеры. Да, были яркие примеры. Если я не ошибаюсь, учащийся лицея имени Сулеймана Демиреля, Чебанов Константин, он готовил 5 ребят, 3 из которых сдали успешный экзамен по математике. Да. Это высокий показатель. Браво таким ребятам, конечно. Наталья Николаевна, в Гагаузии дан старт региональным олимпиадам. Вы сказали о том, что погода вносит свои коррективы, и здесь тоже без этого не обошлось. Немного изменилось расписание олимпиад, но уже прошли олимпиады по экологии, приняли в ней участие учащиеся начальных классов, остальные пока еще готовятся, имеют такую возможность. В целом, что скажете об олимпиадном движении в Гагаузии и что эти соревнования дают учащимся, педагогам и в целом школам? Региональные олимпиады, вообще олимпиадное движение для нас – это не просто проверка знаний, это важный инструмент развития нашей образовательной среды. Для школьников это возможность проверить себя, получить мотивацию, научиться работать в условиях такого интеллектуального вызова. Для педагогов и учебных заведений олимпиады являются показателем качества образования в этом образовательном учреждении, качеством методической работы, качеством системной поддержки работы с одаренными детьми. И действительно, есть некоторые изменения в расписании, но на этой неделе мы наверстаем это все. У нас с четверга начинаются региональные олимпиады, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
Я бы хотела, конечно, рассказать о том, что есть у нас своя специфика проведения олимпиад. Региональные олимпиады для учащихся 9-12 классов, они полностью соответствуют республиканскому формату, то есть те дисциплины, которые заявлены на республике, те же проходят и у нас. Вместе с тем мы в Гагаузии сознательно расширили возрастные рамки участия. Это уже где-то на 3-4 год, какие-то олимпиады 5-й год уже идут у нас. И мы вовлекаем на протяжении этих лет также учащихся 3-4 классов, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х. То есть, это именно особенность нашей системы образования. Только наша система образования, потому что для нас важно раннее участие в олимпиадах. Это позволяет выявить способности, формировать устойчивую учебную мотивацию, формировать культуру интеллектуального труда наших ребят. И мы видим, как они приобретают опыт на дальнейшее такое обучение, которое у них становится более сознательным, более результативным. И у нас действительно есть своя, только в Гагаузии, олимпиада для учащихся 3-4 классов. Она очень популярна, она проходит уже 5-й год, сохраняет высокий интерес. В этом году в ней приняло участие 342 школьника. Всегда есть победители, всегда есть премии, всегда есть награждения, в том числе и педагогов, чьи ребята показывают высокие результаты. Также мы вовлекаем в олимпиадный процесс и вот наше гимназическое звено, которое выпадает на республиканском уровне. Для ребят 5-8 классов всегда тоже есть еще 2 олимпиады. С 7 по 9 это олимпиада по математике остается. А 5-6 класс мы каждый год меняем предмет, по которому проходит олимпиада. В этом году это будет русский язык для 5-классников и 6-классников. А для учащихся 5-8 также второй обязательной олимпиадой, неизменной, остается олимпиада по гагаузскому языку. Это наша олимпиада, которую мы сами готовим, разрабатываем задания. Она включает и письменный этап, и устный этап, потому что мы показываем знания, ребята показывают знания не только языка, но и умение аргументированно выражать свои мысли. И в этом году тоже, конечно, такая олимпиада состоится. Плюс еще одна наша фишка. У нас есть своя региональная олимпиада по IT-технологиям для учащихся 6-12 классов. Что здесь происходит? Участники представляют социально значимые проекты в сферах графического дизайна, веб-дизайна, предпринимательства, искусственного интеллекта, разработки мобильных приложений. В этом году какое новшество? Будет также олимпиада по робототехнике. Команды должны будут собрать и подготовить к поединку роботов. Все это будет в реальном времени. И, конечно, это хороший способ к развитию инженерного, командного потенциала. Также будут изменения в олимпиаде по графическому дизайну. Если они раньше приходили с готовыми проектами, то сейчас они придут без ничего, им будет дано 2 часа, и они тоже в режиме реального времени будут разрабатывать свой постер. Всегда приглашаются для оценивания в состав жюри профессиональные люди в IT-сфере, то есть это не учителя, а те, которые реально с этим работают. И уже достигли успеха. Плюс еще хочу анонсировать, что у нас в четверг будет заседание исполнительного комитета, и Управление образования представило проект изменений в положение по премированию учащихся в рамках олимпиад. В прошлом году на республиканском уровне были повышены премии. Мы всегда вслед за республиканскими премиями поощряли наших победителей премией в таком же размере из бюджета автономии. Поэтому сейчас премии повысятся в 2 раза. То есть если он становится победителем на республиканской олимпиаде, он получает премию на республике 2000 леев и, соответственно, в таком же размере, плюс еще 2000 на уровне автономии. Поэтому достаточно солидные премиальные такие пособия, которые
ребята с удовольствием получают, к которым стремятся, и я думаю, что исполнительный комитет поддержит наше предложение, и таким образом премиальный фонд для награждения победителей Олимпиад увеличится. А такие ребята в Гагаузии есть? По данным Главного управления образования, в прошлом году 48 школьников в Гагаузии заняли призовые места на это республике. Количество тоже ежегодно растет. То есть у нас еще не было тенденции к снижению количества победителей республиканских олимпиад, и из года в год мы повышаем это количество. 41 2023-2024 учебный год и 48, как мы уже сказали, прошлый год. Наталья Николаевна, педагогическое сообщество, родительское сообщество, учащиеся все следят за тем, как проходит конкурс «Учитель и воспитатель года Гагаузии 2026». Кульминационный момент уже близок. 19 февраля. 19 февраля вы озвучите имена победителей по разным номинациям. И в этом году снова рекорд по количеству участников. В целом, как проходит конкурс и чем он отличается от предыдущих конкурсов? Конкурс в этом году вновь подтвердил свой высокий профессиональный и общественный статус, и действительно наблюдается тоже устойчивая положительная динамика участия. 3 года назад мы радовали, что у нас было 38 педагогов-участников, в прошлом году было 42, в этом году 48 участников, среди которых 30 учителей школ и 18 воспитателей. И вы правы, сегодня результатов ждут не только сами педагоги, но и учащиеся, и родители. Школьники искренне болеют за своих учителей, родители за педагогов своих детей. И отрадно заметить, что этот конкурс вышел уже давно за рамки узкопрофессионального какого-то события и стал таким значимым для всего нашего общества. Поэтому вот его открытость, публичность, что мы стараемся делать, имеет для нас принципиальное значение. Представлено педагогов более 15 дисциплин. То есть это и учителя математики, истории, всех языков, биологии и так далее. Каждый третий участник имеет дидактическую степень, первую или вторую. Самый большой педагогический стаж – 30 лет, то есть есть даже такой участник. И есть самый молодой участник, педагогический стаж, который составляет 6 месяцев, тоже участвует. Более 10 педагогов со стажем больше 15 лет. 7 молодых педагогов с таким статусом, и мы тоже очень рады их участию. Отрадно заметить, что с каждым годом увеличивается количество участников мужчин. В этом году у нас 4 мужчин, 3 из них в категории учительской, и 1 в категории воспитатель года также принимают участие. Какое новшество в этом году? Во-первых, мы сформировали для каждой категории свое жюри, которое специализировано, профессионально будет подходить к оценке конкурсантов. И важным новшеством этого года стало включение учащихся в состав жюри. То есть это такой осознанный шаг, которым мы надеемся усилить объективность оценки, повысить доверие к результатам конкурса, и подчеркнуть значимость голоса ребенка в системе образования. И еще одна немаловажная цель этого решения – это профориентационная направленность. То есть вот эти ребята, которые участвуют в качестве членов жюри, они видят профессию педагога изнутри, они сопереживают, они начинают осознавать ее сложность, ответственность, социальную значимость, они видят красоту этой профессии действительно. И мы видим, насколько горят их глаза, как они это активно делают, как они с удовольствием принимают участие в этом процессе. И, конечно, мы планируем на формирование будущего кадрового резерва среди этих участников в составе жюри. И, конечно, региональный этап предваряет республиканский этап, и хочется отметить, что здесь тоже речь идет не только о личном успехе педагогов, но и о показателе качества подготовки кадров в целом, и
образовательной политики автономии. У нас есть победы, очень частые победы на этих конкурсах. Есть второе место на республиканском конкурсе в 2024 году, когда второе место было присуждено воспитателю из детского сада номер 8 муниципия Чедерлунга Кажикар Екатерины. В прошлом году у нас есть 2 лауреата конкурса. Это педагоги из лицея имени Михаила Губогла муниципия Чедерлунга, Рима Иванчук, учитель иностранного языка, да, английского. Сейчас она, кстати, тоже в составе жюри. Мы тоже включаем всегда и победителей прошлых лет в состав жюри. И Ирина Братан, учитель начальных классов, они были лауреатами республиканского конкурса, были награждены, им досрочно была присвоена первая дидактическая категория. И, конечно, мы гордимся этими результатами. Поэтому мы действительно сегодня этот конкурс воспринимаем не как соревнование ради мест, а как пространство профессионального роста, пространство обмена опытом, укрепления будущего в целом профессии педагога. Но каждый год вот участники, они отличаются, они такие, знаете, тенденции идут к повышению роста уровня профессиональной подготовки, уверенное владение современными методами, цифровыми инструментами, профессиональная самопрезентация выше становится. Говорит ли это о том, что посыл Главного управления образования, который делается последние годы, что школа должна меняться, школа должна соответствовать ожиданиям ребенка, что вот это все услышано, понято и реализуется? Конечно, уже на увеличение практике? Количества таких смелых и ответственных учителей как раз об этом говорит. То есть они готовы показать вот все то, чем они владеют, и действительно вот главная ориентация – это на ребенка. Спасибо. И о многоязычии, Наталья Николаевна, реализуется программа в Гагаузии. 32 школы принимают в ней участие из 45. Можно ли уже говорить о том, что многоязычное образование в автономии стало не экспериментом, а вот полноценной системной моделью, которая дает свои результаты положительные? Да, сегодня программа демонстрирует устойчивое масштабирование, институциональное укрепление, потому что действительно наши школы не просто проводят это обучение в рамках своих образовательных учреждений, но они подали заявку в Министерство образования Республики Молдова, и мы ждем включения их в национальную программу. Я думаю, что все они будут включены. И сегодня это все уже показывает свои результаты. То есть все перешло на республиканский масштаб? Да, все перешло на республиканский масштаб. Все это уже задокументировано, приняты нормативные документы для того, чтобы эта программа имела свою базу. Более того, внесены изменения в формулу финансирования школ, и те школы, которые войдут в эту программу, они будут получать дополнительное финансирование для поддержки многоязычного образования. А мы этим занимаемся 4 года, самостоятельно занимались. Вот сейчас с поддержкой уже государственной, я думаю, что результаты будут лучше. Хотя, конечно, мы рассчитываем и на себя тоже. Мы стараемся стимулировать, мотивировать и педагогов, и школы, выделяем премирование и в школам по итогам работы. И вот буквально недавно у нас был конкурс, где награждались педагоги, которые системно преподают неязыковые дисциплины на гагаузском языке, формируют такую многоязычную образовательную среду, расширяют сферу употребления гагаузского языка. В конкурсе принимали участие педагоги, которые были выдвинуты своими образовательными учреждениями. Специализированная комиссия при Главном управлении образования никого не оставила в стороне, всех утвердила, все получили премии. Было 2 номинации: гагаузский язык в неязыковых дисциплинах, расширенный формат и базовый формат. И достаточно хорошие премии от 3 до 4,5 тысяч леев. Всего было выделено 483 тысячи леев вот на награждение таких педагогов в рамках этого конкурса. Плюс, ну и колоссальная работа была ими проделана. Колоссальная работа была, плюс был конкурс проектов, разработок дидактических проектов, уроков неязыковых дисциплин на гагаузском, на румынском языке. Там тоже были премированы педагоги.
И таким образом хочу сказать, что во многих школах очень серьезный подход к этому направлению. У нас имплементируется преподавание, конечно, в самом большом объеме это неязыковые дисциплины на гагаузском языке. А дальше есть очень много предметов, которые преподаются на румынском языке, неязыковых, на иностранных языках, кружковая работа, на английском, на немецком, на французском, на китайском языке. У нас уже несколько лет изучают китайский язык, да, в лицее Губогла. Какие отклики получаете от родителей? Что они говорят о том, что их дети на уроках биологии, допустим, о зрении говорят на гагаузском? Ну, вы были, да, со мной на уроке в 4 классе, где действительно органы зрения педагог давал на гагаузском языке. Конечно, я не буду скрывать, что реакция родителей и учителей разная, но мы всегда говорим о том, что урок биологии, урок математики, он не должен превращаться в урок гагаузского языка. Он должен нести свою определенную задачу функциональную и, конечно, научить ребенку тем знаниям, которые поставлены в рамках этого предмета. Но мы видим, что вот если это проводится аккуратно, системно, грамотно, когда учитель владеет методикой преподавания, когда он понимает, на каком этапе можно поменять язык, и он видит, что это без ущерба для формирования общих знаний для учащихся, все это происходит легко и интересно. И те родители, которые вникают в этот процесс, они, конечно, приветствуют. Очень важна работа школы, разъяснение, приглашение родителей на урок. Ну и, конечно, мы все-таки делаем упор на то, чтобы преподавались те неязыковые предметы, как правило, которые не выходят на экзаменационный уровень, которые критериально оцениваются, чтобы это не повлияло на качество знаний ребят. То есть это такой плавный переход, и да. 2 главных критерия – это свободное владение языком и тонко чувствовать, как вы сказали, да, когда и как это нужно это все зависит, конечно, здесь профессионализм учителя превыше всего. Это очень тонкая такая филигранная работа, которая должна присутствовать у учителя. Ну и главная цель, конечно же, многоязычие, но да, прежде всего развитие языковых компетенций, развитие гагаузского языка, расширение предметного преподавания на гагаузском языке. Вот, ну и должна быть такая значимая финансовая, методическая поддержка педагогов в этом направлении. Я думаю, что с подключением республиканской программы все это пойдет более усиленно, эффективно. О республиканской программе, о плане, который сейчас выстраивается, Наталья Николаевна, как идет работа, уже было несколько рабочих совещаний, да, и на чем делает акцент Главное управление образования, что для вас принципиально важно, чтобы было включено в этот план действий на национальном уровне для развития гагаузского языка? Национальная программа по развитию гагаузского языка сегодня находится в такой активной фазе. Да, вы правильно заметили, уже проведено несколько рабочих встреч с педагогами, с методистами, с руководителями, с представителями культуры, с экспертами. И главная цель, конечно, для нас, чтобы это был не формальный документ, а действенный инструмент, который будет учитывать реальную языковую ситуацию в Гагаузе и реальную потребность наших школ. Не секрет, что на протяжении многих лет гагаузский язык у нас в автономии преподается как родной и активно используемый. Однако сегодня многие дети, конечно, приходят в школу без навыков устной речи, и обучение вот по этой модели, как для активных носителей, конечно, в этих условиях часто оказывается перегруженным, малоэффективным, поэтому для нас принципиально важно, чтобы в национальном плане был заложен новый подход, рассматривать гагаузский язык как родной по статусу, но малоупотребительный по факту. То есть акцент сделать на развитие устной речи, коммуникативных навыков, на поэтапное и функциональное введение грамматики, на снижение учебной нагрузки, на преемственность всех уровней образования. И отдельное внимание уделить расширению использования гагаузского языка как языка обучения, а не только как учебного предмета.
И поэтому у нас есть 4 принципиальных предложения. Там разработано достаточно вариантов планирования и так далее, но мы прежде всего настаиваем на следующем, чтобы была создана консультационная рабочая группа по анализу и разработке куррикулума по дисциплине гагаузский язык и литература, в которую бы вошли, во-первых, разработчики нашего куррикулума, который сегодня пилотируется. Это гагаузский язык и литературное чтение в 1-4 классах, которые создали наши учителя, еще раз повторяю, наше научное сообщество, и которое как раз, в основу которого положен коммуникативный подход. Поэтому должны объединиться все те, кто сегодня разрабатывает новый куррикулум по дисциплине гагаузский язык и литература, и вот наши разработчики, и создать новый подход к изучению гагаузского языка и литературы в школе в целом. То есть комплексное такое обновление куррикулума с учетом реальной социолингвистической ситуации. О гимназическом звене и лицейском в том числе, да. И начальную школу, конечно, нужно пересматривать. То есть рассмотреть, повторяю, наш родной язык, да, родной по статусу, но малоупотребительный по факту, разгрузить программы, приоритет отдать устной речи, отказаться от раннего грамматического перегруза программ, и поэтапно вводить грамматику преимущественно на старших ступенях обучения. То есть вот очень надеемся, что эта национальная программа как раз позволит действительно существенно перестроить всю программу и подачу гагаузского языка, изучение гагаузского языка. Все эти доводы и аргументы были услышаны? Как вам показалось? Надеемся. В проекте национальной программы этот пункт включен. Утвержденного документа пока нет. Плюс мы предлагаем, конечно, разработать методические руководства и практические пособия по внедрению именно обучения гагаузскому языку с таким подходом. Организовать программы непрерывного профессионального обучения педагогов. Именно очень много курсов есть, возможности повышать свою квалификацию, но наши педагоги сегодня нуждаются в профессиональном обучении, которое было бы направлено на ориентацию обучения языка как родного по статусу, но малоупотребительного в устной речи. То есть именно с этой целью нужна новая такая профессиональная подготовка, обучение новым методам педагогов и таких билингвальных методик обучения в том числе. То есть направлений языковых очень много новых, поэтому и подготовка педагогов тоже должна поменяться. К тому же ожидают издания учебников, да, педагоги? Да, конечно. Поэтому если в этой программе сохранятся такие общие нейтральные формулировки, без учета вот реальной социолингвистической обстановки у нас в регионе, то этот документ рискует остаться декларативными и не привести к изменениям. Поэтому мы будем, конечно, отстаивать свою позицию, потому что главная задача для нас – это создать условия, при которых гагаузский язык станет живым средством общения, а не только школьным предметом. Школьным предметом он стал, а вот живым средством общения есть проблемы, поэтому нужно направить усилия на это. Каким потенциалом обладает Гагаузия, если сегодня говорить о разработке куррикулума? Да, вы сказали, есть специалисты, готовые взяться за эту работу и продолжить ее. И если говорить о издании учебников? Готовы. У нас уже есть группы, которые сегодня готовы приступить к разработке новых учебников. Да, мы не вправе разрабатывать на своем уровне учебников, но учебные пособия мы готовы. Более того, мы запланировали это сделать уже для 1-2 класса самостоятельно. Наши педагоги, наше сообщество педагогическое, научное способно само регулировать образовательную политику в этой сфере и должно этим заниматься. Ну и к тому же не надо игнорировать результаты мониторинга по истечении года, да, Наталья Николаевна, после того, как стал применяться новый куррикулум в начальных классах. Итоги хорошие, и они, безусловно, радуют. О
поправках, которые предложило Министерство образования к Кодексу об образовании. Что скажете? Они сегодня широко обсуждаются в обществе и в информационном пространстве? Да, они обсуждаются, но следует здесь отметить, что эти поправки утверждены правительством Республики Молдова. Это не окончательное решение. Дальше они будут переданы в парламент Республики Молдова, и уже после утверждения парламента вступают в силу. Изменений много, некоторые носят такой технический характер, много формулировок изменилось. На что можно обратить внимание, что может отразиться на школах, учениках, педагогах. И в кодексе в том числе закреплено то, что возвращается оценивание в 4 классах по 10-бальной шкале. Усиливается компонент инклюзивного образования. То есть сейчас законодательство закрепляет возможность создания в группах, в школах, групп с специализированной поддержкой для детей с тяжелыми формами. С тяжелыми формами инвалидности. Это хороший шаг, однако эффективность этой меры, конечно, напрямую зависит от кадровых, от ресурсных решений на местах. В этой сфере есть у нас проблемы. Не хватает финансирования даже для обеспечения заработных плат для вспомогательных педагогов. Поэтому создание таких специальных групп, конечно, это без дополнительной поддержки будет малоэффективным. В-третьих, уточняется структура учебного плана. То есть сейчас будут четко разграничены обязательные дисциплины, дисциплины по выбору и факультативные дисциплины. Министерство будет устанавливать долю каждого компонента в учебном плане, но это тоже потребуется еще ряд нормативных актов, которые будут все это детально регламентировать. Обновляется управленческий корпус школ. Предусматривается прекращение договоров заместителей директоров, которые проработали в должности более 5 лет, и проведение конкурсов на эти должности. Цель – повысить прозрачность, профессионализм управленческих команд. Поэтому все заместители директоров, которые проработали больше 5 лет, с ними будут трудовые отношения прекращены, будет объявлен конкурс, но это не значит, что они могут пока исполнять обязанности. Но особого внимания, конечно, заслуживает изменения, связанные с реорганизацией школ, с малой накопляемостью. Вводятся очень четкие численные пороги для реорганизации. Если в школе меньше 30 учащихся в 10, 11, 12, то есть в лицейских классах, значит, этой школе запрещается с 1 сентября принимать в лицейские классы учеников. У нас под угрозой Чешмекёйский лицей, потому что там менее 30 учащихся в лицейском звене. В Чукмайдане у нас давно не набираются лицейские классы, то есть там просто такой формальный статус лицея. Дальше, если меньше 35 детей в 5-9 классах, то эта школа реорганизуется в начальную. Сегодня в такой ситуации у нас находится гимназия села Буджак, гимназия села Ферапонтьевка. Если меньше 30 детей в целом, то идет реорганизация в начальную школу, детский сад. У нас Ферапонтьевка попадает и под первую категорию, где и в гимназическом не соответствует количество, и в целом в учебном заведении. Ну, а если менее 10, то школа реорганизуется в детский сад просто. Если эти изменения вступят в силу, какие меры должна будет предпринять Гагаузия, чтобы как это решить? Будет проходить ежегодно? До 31 декабря Министерство образования на основании данных, которые официально представляются школами, издает административный акт, в которых указывается перечень школ, подлежащих реорганизации. В этом году, если вот сейчас до марта будут утверждены все поправки в закон, то написано в самом законе в переходных положениях, что в марте будет издан приказ министерства, в которых будут перечислены школы, подлежащие реорганизации. Учредителем являются так же, как и были, это органы
местной власти второго уровня, а у нас, в частности, исполнительный комитет Гагаузии, которые должны принять потом свое решение о реорганизации этих образовательных учреждений. И если такое решение не будет принято, то с 1 сентября прекращается финансирование тех школ, где не прошел процесс реорганизации. Вот. Поэтому, конечно, несоблюдение – это приостановление финансирования, и учредители вынуждены будут принимать такие решения. Будем думать, как поступать, будем ждать принятия этого закона. Справедливости ради, надо сказать, что параллельно вводятся такие обязательные меры поддержки учащихся, которые будут переходить вследствие реорганизации в другие школы. Они будут получать 1000 леев в течение 2 лет выплату, ежемесячное пособие. Педагоги, которые подпадают под сокращение, конечно, в первоочередном порядке будут предприняты меры по их трудоустройству, плюс они будут иметь льготы транспортные, они могут передвигаться со школьным транспортом и могут компенсировать их затраты на переезд. Плюс есть процедура такая предусмотрена релокации, то есть это переезд или перевод на работу в другое образовательное учреждение со сменой места жительства. То есть не только проезд, но и аренда жилья, в целом переезд. Пока еще не обозначены точные суммы, но поддержка такая может быть, и переквалификация в том числе педагогов, чтобы остаться на месте, допустим. Есть меры поддержки, но это нелегкий. Это болезненный процесс для каждого населенного пункта. Будет, да, тем более все равно с учетом того, что количество детей уменьшается, к сожалению, в Республике Молдова. Сегодня это эти школы, через год, через 2 могут попасть другие. Гагаузия уже прибегала к такого рода методам. Это село Баурчи и Чешмикёй. Не только. Мы вообще реорганизовали еще в 2020 году 7 лицеев гимназии, реорганизовали путем слияния 2 чешмикёйские школы в Баурчах. То есть мы предпринимали меры по оптимизации. Но финансово это было оправдано. Да, финансово это было оправдано и практически безболезненно, потому что все были трудоустроены, все были в пределах своего населенного пункта. И этот процесс прошел. Как здесь будем думать и ждать. А у нас буквально пара минут до завершения эфира, и последний вопрос относительно судьбы закона, принятого в ноябре прошлого года Народным собранием Гагаузии, закон об образовании. Какова судьба данного документа, оспоренного после его принятия Министерством образования? Да, после принятия закона об образовании Гагаузии Министерство образования и исследований обратилось в суд с требованием его отмены, ссылаясь на возможное несоответствие национальному законодательству и превышение компетенции автономии. Дело сейчас принято к рассмотрению судом и в настоящее время находится на стадии судебного разбирательства. Окончательная судьба закона будет зависеть от определения суда. Он может быть оставлен, он может быть скорректирован, либо отменен. Ну, действительно, юридическим таким ядром спора является вопрос разграничения компетенций между государством и автономией в сфере образования, в частности, где проходит граница между правом автономии учитывать региональные особенности и исключительной компетенцией государства в установлении общенациональных стандартов. Но мы знаем, что Гагаузия вправе принимать законы в сфере образования, поскольку это прямо предусмотрено законом об особом правовом статусе Гагаузии. И тот закон, который был принят у нас в автономии, он ни в коем случае не подменяет национальные образовательные стандарты, учебные планы, а регулирует наши особенности, связанные с сохранением языка и культурной идентичностью. И, конечно, он, наоборот, направлен на сотрудничество, не на подмену государственной политики. Он не противопоставляет автономию государству, не нарушает единство системы образования и предлагает, наоборот, модель такого конструктивного
выдвинута в соответствии с Конституцией Республики Молдова, где статьей 35 гарантируется право на образование и выбор языка обучения, а статья 13 Конституции предусматривает принятие вообще органического закона о функционировании языков на территории государства, которые до настоящего времени отсутствуют у нас. Поэтому вот в условиях такого правового вакуума автономия как раз и этим законом утвердила дополнительные нормы, которые были направлены на защиту языковых прав своих граждан. Кроме того, Гагаузия действует также в рамках международных соглашений, обязательств Республики Молдова. Страна ратифицировала рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств Совета Европы, также поддерживает рекомендации ОБСЕ, ЮНЕСКО по защите уязвимых языков. И эти документы прямо поощряют региональные механизмы для поддержки языков национальных меньшинств, и включая образовательные меры в том числе. Спасибо. Наше время истекло, к сожалению. Спасибо, Наталья Николаевна. Я вас благодарю за это интервью. Очень коротко. Ваше обращение к педагогам, учащимся. Я всем желаю прежде всего здоровья, сил, выдержки. Я хочу, чтобы каждый учитель, каждый воспитатель, каждый ребенок с удовольствием ходил в детский сад, с удовольствием ходил в школы, а родители со спокойной душой работали и были уверены в том, что их дети находятся в спокойной, эффективной, образовательной и безопасной образовательной среде. Спасибо. Всего доброго и Спасибо. До скорых встреч в эфире ГРТ.